Здравствуйте, эфир продолжает рубрика «Интервью», и у нас в гостях директор заповедника Хакасский Виктор Непомнящий. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы согласились ответить на наши вопросы. И первое, что я хотела узнать, как у вас прошел 23-й год, все ли удалось, все ли планы осуществились? Спасибо за вопрос. 23-й для меня лично в моей карьере, наверное, один из самых непростых, самых сложных и, наверное, самый насыщенный год. Мы наконец-то перешли в практическую плоскость реализации проекта по созданию Центра реинтродукции. Что это означает? Это означает то, что нам на законодательном уровне утвердили нормативно-правовую базу, утвердили структуру, утвердили штатное расписание и внесли это в положение приказом министра природных ресурсов России. Теперь мы можем действовать на законодательной, легальной основе. Мы продолжили нормативно-правовую базу подводить под существующий проект, в том числе внесли изменения в положение о заповеднике. Также в практическую плоскость перешло непосредственно реализация самих инфраструктурных проектов. Это строительство акклиматизационных вольеров, это строительство вспомогательных помещений, таких как карантинные помещения, вольеры для передержки, то есть необходимая инфраструктура. Это непростая работа на самом деле. Строительство вспомогательной инфраструктуры, связанное с энергообеспечением, с водоснабжением, созданием этих питьевых, источников для будущих лошадей Приживальского. Более того, мы решили усилить этот проект еще эко-просветительской составляющей. Не с первого раза, но все же вошли в национальный проект «Туризм, индустрия, гостеприимство». И в будущем Центре реинтродукции, которые уже приступили к реализации, мы сегодня реализуем создание визит-центра с тем, чтобы дополнить пребывание наших посетителей, эко-просветительская составляющая. Надеюсь, что в этом году мы уже его закончим. И каждая группа, каждый посетитель, и в целом там можно проводить серьезные мероприятия, научные конференции. Это такая большая, серьезная работа, в которой был задействован весь заповедник, все учреждения. Кроме того... Извините, я хотела здесь вас остановить, чтобы мы пояснили для наших телезрителей, потому что не все знают, но проект по разведению лошади Пржевальского один из главных для заповедника Хакасский. Вы уже над ним работаете последние годы. И коротко расскажите, пожалуйста, то есть цель этого проекта, что ждет жителей республики и где это будет? Проект реализуется в первую очередь для сохранения, не только для жителей республики, а для сохранения редкого вида животного лошадь Пржевальского. Она, к сожалению, в естественной среде природы больше не обитает нигде в мире. Количество особей менее 3000 на всей нашей планете осталось. И в России создается уникальный, реализуется проект под эгидой президента нашей страны. Это сохранение редких приоритетных видов животных. Их 13 во всей стране, и один из них – это лошадь Пржевальского. Мы хотим создать второй в России центр полувольной группировки популяции лошади Пржевальского в нашей стране. Первый создан в Оренбурге, а второй будет создан в республике Хакасия. Цель его – восстановить численность лошади Пржевальского до того уровня, когда мы сможем уже выпускать животных в естественную среду обитания. Это большой, очень глубоко научный проект, уникальный проект. Таких полувольных популяций в мире такого уровня и масштаба еще не было. В нашей стране это впервые в Оренбурге, и мы надеемся перехватить эстафету, и дальше уже следующий этап нашим, наверное, может быть потомкам, а может быть и раньше, мы надеемся, что лошадь Пржевальского будет обитать в естественных условиях, вне ограждений вольеров. Для этого проведена большая научная, изыскательская работа, и сейчас идет строительство. И где центр будет находиться? Центр будет находиться в Усть-Абаканском районе на участке Камызякская степь с озером Улух-Коль, заповедника Хакасский. Все смогут его посетить, чтобы увидеть это редкое животное? Да, абсолютно. Все его смогут посетить. Это в первый год, конечно же, будут определенные карантинные мероприятия, но в последующем мы, еще раз повторю, планируем не только сохранять это животное, но и демонстрировать его и популяризировать его. Проект, который мы реализуем, федеральный, он так и называется «Сохранение редких видов и развитие
развития экологического туризма. Вот совместить с тем, чтобы жители могли увидеть и полюбоваться этим грациозным, уникальным во всех смыслах слова животным, диким животным. Его никогда не удалось приручить, и он совершенно отличается от домашних животных, даже по количеству хромосом. Какие еще были итоги прошлого года? Вы знаете, с гордостью могу сказать, что сегодня мы закончили фактически этап оформления и изменения статуса территории, статуса нашего учреждения. Я имею в виду, когда была комиссия ЮНЕСКО присвоен статус биосферного резервата, то в этом году уже постановлением правительства мы именуемся Государственный природный биосферный заповедник Хакасский. Это тоже большое такое дело, придание международного статуса. Среди других достижений и большой работы, которую я выделил, впервые мы вошли, это не просто. Вот национальные парки, они входят, чаще проще им входить. А вот заповедникам это сложнее сделать. Но мы защитили целых 2 проекта и вошли в национальный проект индустрии туризма и гостеприимства. И хорошую провели работу. Я надеюсь, в 2024 году мы с вами его посетим и торжественно откроем. Вот такая, может, знаете, не массовая история, но очень нужная, мне кажется. Это создание безбарьерной среды для посетителей заповедника. Мы создали для маломобильных граждан возможность посетить участок Аглахты заповедника Хакасский. Создали его на самом современном уровне, соответствующий всем требованиям для маломобильных, и усилили работу для слабовидящих посетителей. Я думаю, что мы одни из немногих, если не единственная природная территория в Хакасии, которая имеет вот на своей территории, вдали от города, там, без какой-либо там вспомогательной инфраструктуры, такие условия, когда могут посещать маломобильные граждане. Второй проект, который мы защитили, это создание визит-центра. Более того, мы планировали его строительство в 2024 году, то есть заявка такая была, да, но за счет оптимизации экономики, привлечения внебюджетных средств мы на 50% уже закончили в 2023. Поэтому у меня нет никаких сомнений. Мы закончим строительство в 2024 году, а может быть уже и даже торжественно его откроем. Много ли нарушений до сих пор происходит на территории заповедника? Ну, у нас в целом... Я имею в виду браконьеров. В заповеднике с браконьерством браконьеров сложно, сложно браконьерам работать, что называется, в кавычках, в заповеднике. Вместе с тем у нас ежегодно, мы не разделяем, браконьер это или нарушитель, закон один для всех. Вместе с тем ежегодно у нас на одном уровне примерно держится планка, это чуть больше 100, около 100 нарушений. Это достаточно, по материалам которых мы возбуждаем административные дела. В этом году мы возбудили еще 2, передали по нашим материалам, передано 2 уголовных дела. Уже не первый раз суд выносит решение за нарушение природоохранного режима с тем ущербом, с которым они там могли, за рыбу, выловленную рыбу, обязательных работ в количестве 160 часов. Вот я считаю, что для природоохранных нарушений, пусть даже не очень значительных, общественные работы – это такое популярное, интересное и показательное наказание будет, наряду с уплаченными штрафами. Вместе с тем тенденция у нас меняется. Мы в этом году, слава богу, не изъяли ни одного огнестрельного оружия, но вектор нарушений смещается, скажем так, с севера традиционных наших точек, да, нарушений, как озеро Иткуль, озеро Белё, к центру. Вот, это как раз у нас проблемная точка, и она, думаю, что со следующим годом будет усиливаться. Это как раз тот самый участок, где будет центр реинтродукции, озеро Улух-Коль, вблизи его, непосредственно вблизи, формируются очаги и таких несанкционированных свалок, очаги несанкционированных туристических стоянок, массовые причем, очень массовые. Это прямо на границе с заповедником, там 300 метров, сам проходил в рейде, 57 автомобилей просто вот разом находятся. А люди зачем приезжают? Люди, кто-то приезжает отдохнуть, кто-то уединиться, кто-то посмотреть. На озеро Улух-Коль? Да, озеро Улух-Коль, оно там, по-моему, 1,5 метра глубиной, понимаете? Ну вот здесь кто-то хочет отдохнуть, кто-то хочет на природе. Но вместе с тем они же уезжают, и там никто за этим не убирает.
Ну, вернее, заповеднику приходится убирать, потому что... Обратная сторона туризма. Обратная сторона туризма – это не наша территория. Мы неоднократно обращались уже и органы надзора. Сложно. И вот народ перераспределяется, туристы по региону, ищет новые какие-то места. Нашел красивое озеро, да, и в конечном итоге что мы видим? Мы видим там свалки мусора, костровища, вытоптанная поверхность, вытоптанное растение, уклон водоема озерной котловины существует, дождик пошел, все с машин слетело в озеро. Рядом это озеро ключевая орнитологическая территория России и Азии. Это царство авифауны. Ну, конечно, даже там 50-60 машин – это шумовой фактор воздействия, совершенно точно. Конечно, это беспокойство для авифауны. И мы озадачены этим вопросом. Более того, сегодня вот это нарушение приобретает тенденцию и уже организованных, и нам известны факты, когда люди уже незаконно используют эту территорию в коммерческих целях. То есть организуют группы, за это получают средства. Мы подготовили соответствующие документы, обратились в прокуратуру с тем, чтобы пресечь. Конечно, у людей должен быть выбор, да, там, ехать на какую-то платную базу или на озеро, которое там никому не принадлежит. Но для этого должны быть озера, которые не обладают статусом охраняемых, которых не будет ограничений. Раз. Второе. Как бы мы ни хотели, там, органы власти, муниципалитеты, какую-то элементарную инфраструктуру создавать жителям надо. Вот. Хотя мы обращались и опрос делали, там не всегда жители республики Хакасия. Это уже целые группы создаются, которые вот собираются там, десятками, а то и несколькими десятками людей приезжают, оккупируют те или иные озера. Здесь нужно управление. И нужен, что называется, нет хозяина у территории. Все, она потом, кто его будет убирать? Ну, люди приезжают, мы спрашиваем у посетителей, а куда вы в туалет ходите? Да вон, вот там, туда. То есть 1,5-2 сотни людей собрались, уехали. Есть, конечно, осознанные граждане, которые за собой убирают, но это не всегда так. И я совершенно не понимаю, почему осенью, да, наши волонтеры, наши ребятишки, а мы собираем, мы проводим постоянно эти акции, должны затем с мешками в перчатках чистить, убирать за теми дядями и тетями, которые хотят там, ни за что не платить и ничего не делать, и нарушать законы и отдыхать. Вот. Здесь, конечно, вот обратная сторона и требует внимания на всех уровнях государственной власти. Надеюсь, мы в этом году усилим совместные работы. Но заповедник охватывает совершенно разные участки и природные зоны. Скажите, а как меняется мир флоры и фауны? Может быть, каких-то растений стало больше благодаря режиму охраны или популяция каких-то животных увеличивается? Значит, у нас в структуре учреждения имеется научный отдел. И мониторинг состояния природных комплексов и отдельных видов флоры и фауны – это наша задача. Совершенно точно могу заверить, что состояние краснокнижных видов, оно стабильно. У нас имеются соответствующие отчеты. Мы ежегодно мониторим. Плюс привлекаем сторонних научных организаций, которые помогают нам в оценке состояния и астролодочника, и копеечника, то, что касается флоры. Более того, сегодня совершенно точно стабильна популяция там, соболя, косули. Мы проводим комплекс биотехнических мероприятий, в том числе там, прикормочные площадки, солонцы, для того, чтобы звери могли спокойно пережить зиму. То, что касается отдельных видов, мы наблюдаем рост численности таких видов, которые, кстати, занесены в Красную книгу Хакасии. Это там, и сибирский горный козел, и кабарга. Это территория заказника федерального значения по зарыву имени Виктора Михайловича Зимина. Кабарга увеличивается. На территории заказника, хотя это такая желанная добыча для браконьеров из Тувы. Благодаря режиму и как бы тому, что его могут наказать, поймать, а у нас там систематически действует инспекция, численность кабарги – достаточно пластичный вид, и при создании режима отсутствие беспокойства он очень хорошо восстановится. Но вместе с тем очень быстро его и подкашивают. И мы сегодня наблюдаем увеличение численности, хоть и не сильно большое, но увеличение численности кабарги, сибирского горного козла, стабильна популяция там, морала. Также наблюдаем увеличение численности, это, наверное, тут
требует дополнительного изучения последствия увеличения численности медведя в заказнике и кабана. Здесь, конечно, может быть такая очень двоякая оценка. Говорят, еще волка стало больше. Волк, он больше, конечно, характерен для степных районов, которые спускаются, так сказать, там или в предгорной части. На нашей территории стабильная группировка, а в отдаленных горно-таежных участках снега много, его там практически нет. Я слышала еще такую информацию, что у нас практически истребили краснокнижного сокола балабана. Вот что ваши инспекторы говорят? Кластерные участки, где ареал обитания сокола, они достаточно небольшие. В целом мы наблюдаем также снижение численности сокола совместно с нашими коллегами, с учеными, с исследователями. Это в целом отражает картину по Алтай-Саянскому экорегиону. Связано это с разными причинами, в том числе и с браконьерством, в том числе и с сельским хозяйством, потому что сокращаются, так сказать, там, угодья, где он может охотиться. Выдавливанием нашей хакасской морфы сокола балобана монгольской. Поэтому мы подтверждаем, что состояние сокола балобана, оно не имеет тенденции к росту. У нас недостаточно развиты такие проекты, как специальные биотехнические мероприятия и там создание бэби-боксов, так называемых, которые сегодня активно используются в Туве. Но там побольше площадям. Но вы перед собой не ставите такую задачу? Мы проводим работу по сохранению хакасской морфы совместно с учеными Сибирского экологического центра. Задача у нас стоит сохранение всех краснокнижных видов. Те гнезда, которые есть в заповеднике, они сохранены. Но, понимаете, ареал и площадь задействована, да, у одного сокола, она в рамках наших кластеров, она маленькая, очень маленькая. Поэтому здесь необходимо смотреть шире. Без соседних территорий у нас ничего не получится вовлечения, да, потому что сокола используют, там, те же Ширинского района могут перелетать на ту же Камызякскую степь. Камызякская степь – одно из самых лучших мест для охоты. Да, ваши инспекторы сколько раз ловили иностранных браконьеров? Да, совершенно так. Слава богу, в этом году у нас не наблюдалось таких, но мы принимали участие и помогаем, совместно работаем с правоохранительными органами, с Федеральной службой безопасности. Повторюсь, что это один инспектор на участке ничего не сделает. Здесь необходима консолидированная совместная работа и с надзорными органами природоохранной структур, и с правоохранительными органами, и с специальными органами, службами. Поэтому здесь, в этом направлении мы работаем, помогаем нашим коллегам. Не так в этом году по Ширинскому району отработали, мне кажется, очень успешно. Но известно, что у вас научный отдел гордится еще вторым снимком редкого кота Манула. Да. Тоже, я так понимаю, это одна из удач прошлого года. Да, это одна из удач. В 2019 году, по-моему, мы первого сняли, получили фотографию кота. Не буду говорить там координаты, да, но могу сказать, что он был на границе с одним из субъектов, одним из наших соседей. Но это всегда там спорно получается. У меня коллеги из Кузбасса, например, с Кемеровской области, они говорят, да это северные олени, это не ваши, не хакасские. Это наши кемеровские к вам пришли, а вы там их считаете. И мы там фактически на границе, но с координатами в пределах республики Хакасия все засняли, все посмотрели биотоп его. И в этом году абсолютно в другом, на существенном расстоянии, в другом месте, в смысле там же на территории заказника Позарым, но на таком расстоянии, куда он не может просто бегать, это совершенно точно коты, другая группировка. Совершенно наш кот. Абсолютно наш хакасский кот Манул. Абсолютно, это 100%. О чем это говорит? То есть все-таки... это говорит о том, что животные чувствуют спокойствие, отсутствие фактора беспокойства, улучшение кормовой базы. Все, больше им ничего не надо. Отсутствие беспокойства, кормовая база. Животные будут восстанавливаться.
Не могу не спросить про снежного барса. Уж простите. Да, ну по снежному барсу мы так и подтверждаем. Миграционный коридор, оседлых особей у нас нет. Это мигрирующая особь. Вы знаете успехи Саяно-Шушенского заповедника по транслокации особей. Сегодня успешно эти проекты реализуются. И тот предполагаемый миграционный коридор, который мы говорили, что проходит через Хакасию, через Тува, юг Красноярского края, мы его подтверждаем. Потому что рожденные котята вырастают того же Саяно-Шушенского заповедника и идут ровно в том направлении, в котором мы подтверждали. Да, там получается, так сказать, участок Хандер, если я не ошибаюсь, Упсанурской котловины. И дальше вот этот миграционный коридор как раз проходит через территорию заказника Пазарем. Сегодня уже снежных барсов фиксируют, что тоже очень давно не было, за пределами Саяно-Шушенского заповедника следующее мы. Поэтому я надеюсь, что через определенное время мы тоже сможем фиксировать, а еще лучше, конечно, если он задержится и останется у нас навсегда и надолго. То есть ваши специалисты, они держат эту ситуацию, они всегда пытаются найти какие-то доказательства того, что барс здесь проходил? Очень большие мониторинговые работы у нас ведутся. Ареал, где он может задержаться, не так велик. Вот, поэтому мы ежегодно проводим там и зимние маршрутные учеты. У нас более 70, если не ошибаюсь, фотоловушек поставлены на потенциальных местах. Звери же не зря называют там звериная тропа. Вот прошел волк, прошел козерог, прошел медведь. И, собственно говоря, по опыту и барс также, может, там же проходит. Вот. Поэтому мы не теряем надежды. Но даже если там не задержится, очень важно сохранить в безопасном для зверя состоянии вот этот миграционный коридор. Понимаете, чтобы он дальше пошел там, в Туву, на Алтай. Ему будет сложно пройти через пилорамы и лесосеки, где осуществляется вырубка, да? Я условно говорю. Но это будет проще, если это будет охраняемая территория с хорошей кормовой базой. И в завершение хочу уточнить такой момент. Нет ли планов по расширению территории заповедника? С точки зрения репрезентативности, я думаю, что заповедник Хакасский, заказник Пазарем достаточно хорошо представлен. Другое дело, что у нас очень фрагментированные участки, очень маленькие участки, потому что в советское еще время считалось, особенно для лесных, минимальная оптимальная площадь – это 20 тысяч гектар. Вот. У нас степные участки там очень от 4, 3, 5 тысяч гектар, то здесь, какие есть, уже такие есть. Поэтому с точки зрения репрезентативности, повторюсь, что здесь все нормально. А вот с точки зрения управления, с точки зрения эффективности охраны, с точки зрения сохранения, с точки зрения развития, формирования центров социально-экономического развития, прилегающих территорий, здесь я бы, конечно, внес бы определенные изменения. И в первую очередь, опять же, вот с этим участком, да, Камызякская степь, мы уже обращались, кстати, по этому поводу. Нас поддержали муниципальные органы власти, нас поддержали федеральные органы власти. Но, к сожалению, мы пока не можем найти понимание с республиканскими органами власти. Но я думаю, я уверен, что это понимание будет, потому что, уж слишком налицо, слишком очевидны потенциальные угрозы. Вот, речь идет о расширении заповедника не там десятки, даже не тысячи гектар. А насколько? По-моему, если не ошибаюсь, 220 гектар. Вот. Но он концептуально изменит функционирование и безопасность, осуществит безопасность. Вот. Это вот то, что касается Хакасского заповедника. В целом же, с точки зрения территориальной охраны Хакасии, я считаю, что вот не так давно был форум по туризму, да, стратегическая сессия. Я пообщался с коллегами из муниципальными, там тот же, по-моему, Сундуки. Знаете, с такой грустью коллеги говорили, потрясающая территория. Мне кажется, даже дело не в деньгах, если их начать финансировать. У них не хватает полномочий и не хватает статуса. Вот если у них будет статус, а я абсолютно уверен, что, например, тот же музей-заповедник Сундуки, он абсолютно достоин статуса отдельной федеральной особо охраняемой природной территории. Например, национальный парк.
Но я вот вижу государственная инспекция Национального парка Сундуки, свой научный отдел, который будет осуществлять мониторинг, экопросвещение, свой туристический отдел, визит-центры, тропы. Это наше достояние, потому что это такая картинка, такой потенциал. Поэтому вот в этом направлении можно подумать, и, наверное, я бы все-таки повысил статус отдельных охраняемых природных территорий. Ну, плюс ко всему, на уровне региона, к сожалению, пока что никак не реализуется, а вы говорили о Соколах, это создание заказника Сапсан. И он, кстати, охватывает участки, в том числе даже он кластерный, если я не ошибаюсь, Камызяки. Ну вот, пожалуйста, вот все, тут можно дружить, что называется, домами, семьями, и выполнять, и взаимодополнять. Мне кажется, что он бы существенным образом помог восстановлению численности соколиных. Он кластерный, конечно, но, тем не менее, это мировая практика, доказано, что территориальная форма охраны – это лучшая форма охраны. А если она будет сопряжена с биотехнией, да, там, с исследованиями, с какими-то совместными межрегиональными рейдами и так далее, это только будет на благо увеличения численности того вида, ради которого создается тот или иной заказник. Ну, в данном случае для соколов. Спасибо вам за эту беседу. Можно говорить еще целый час об охране природы, о красоте нашей территории. Спасибо. К сожалению, время ограничено. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. До свидания.